Добрый день, друзья. Вот мы поехали в город Уссурийск, Приморский край, из Якутска. Перегон. Хорошие, интересные места, видео снимем, расскажем. Toyota Hilux 2013 года, один хозяин. Механика 2 КД. Вот, покажем, как он едет, расскажем хорошие места. Вот. Будьте с нами, благословите нашу дорогу. Ну все, ребята, поехали. Вот, ребята, переправа Лена, легендарный река Лена. Вот, сейчас отсюда до Нижнего Бестяха где-то 15 километров. Сейчас попробуем. Ехать. Вот так. Ну все, ребята, поехали. Вот, ребята. Ну, ребята, смотрите, река Лена. Тут, конечно, колея всякие разные есть. Это не так все просто. Маленькие машины не поедет, оказывается, ребята. Только джип может ехать. Вот едем аккуратно. Опа. Все, у нас машина механика, это хорошо, если что. Вот, ребята, смотрите, Ирбис. Он Ирбинен, Ирбизен. Вот так ездит. Вот. Ирбис. Вот, а берег, вот. Приближаемся, берег уже рядом. Вот. Ну все, дальше едем. Вот, ребята, смотрите, вот большие машины возят груз туда-сюда, золотые рейсы, вот, потому что большие фуры не могут ехать, речка, вот река Лена, и вот специально вот эти туда-сюда таскают наш груз, вот эти фрукты, овощи всякие разные, пока как бы это
пару дней вот так таскают, а потом уже все. Золотые рейсы. У нас же это север, из-за этого не так все просто. Люди же выживать-то же надо, из-за этого вот думают, как вот это все пройти, вот это все моменты. Вот, ну как-то вот так. Ну все, дальше поехали. Вот, ребята, переправа. Переправа закончился, финиш. Дакаланан, короче, кырамасына хайс, ратан торава кыт, тараза херетевин, этевин. Джип таринера тора котон хеп, он да херенен. Лево эттенен, туана барыкатан нада стерешканна. А так, право эттенен барымаган на ваши масынларын тюне жиптер, лохам май жама убар. Вот олихин бу, хаян, то бу информация, туру винджонго. И wallah. Дома Володя Минбаера, как все. Вот смотрите, ребята, ибиси стоят. Ох ты, да? Ого. Слева Чурупча, справа Большой Невер. Сейчас. Ага. Нижний Бестях. Наши герои. Слава героям России. Неустроев Алексей, Колесов Александр, Евсеев Филипп. Булар лупатемече бата геройдер гадерде. Ота буки атта хими даманча нинде гудукта туй. Саламат, тем бушу матаванна кафелы ради. Вот, ребята, Нижний Бестях. Ага, приехали, сейчас кушать, обедать будем. Сейчас время уже 2 часа примерно, час 44. Вот. Торговый центр Нижний Бестях. Здесь очень вкусно кормят. Сейчас мы зайдем, покажем, сколько цена, за сколько можно кушать здесь. Вот, ну все. Домашний суп 140 рублей. Хлеб убатанный. Маннахалтара чоккая. Каска улили? 8. Вот он утром. С 9. С 9 до 8, да? Да. Каждый день. Без выходных. Без выходных улили. Каждый день. Иногда. С 8 утра до вечера 8 работают. Так, дальше идем. Мясной я не буду. Пирожки с мясом. Жареные есть. Пирожки, картошка. Пирожки с капустой. Да, мне не надо. Тебе надо? Не, я не буду. Второе будет. Второе. Гуляш. Гуляш-то 200 рублей. Курица в кисло-сладком соусе. Вот это гуляш кальбида было, да? Гуляш рагу 200 рублей. А это гуляш, да? Да, Свиной? Макарон. Колбаса большая. Колбаса большая 120, смотрите, котлет домашний 150 и в 475. Так, мне так. Так. Еще вар было. Пельмень домашний, да, это? Нет, Привезной, плов пар, да? Так. 300 грамм. Вот эти капусталак ту эттеми. Нет, это просто тушеная. А то бутугуй? Курица кисло-сладкая. Ага. А то гуляш бура var da гуляш. Гуляш bu свинина var da. Что меха ток bu. Кисло-сладком соусе ток это. Рис, пюре. Только дюдрован. Наверное. Ток это, рик это. Порцию половину риса. Порции. А там соус так тура var da o. Это курица в данном соусе. Кисло-сладкий, да, ладно, угнать? Вот такой дюд. Лучше давайте с этими. Сметану соус. Вкуснее будет.
Полная порция луханди. А то пловку полная порция ден хохта. Порция буду ниже. Порция дайте? 300 граммов. Так, дальше идем. Салатик-малатик. Свекольный салат 100 рублей. Бринчо за 110. Крабовый салат 100 рублей. Салат морковный 110. Оливье 110. Свекольный возьму. Так, дальше идем. Сок томатный, сок персик, компот. Так, сок томатный взял 55 рублей и компот 50 рублей. Короче, я взял первое, второй салат. Салат. Ага, рис. Соус так, рис взял. Соус. Вот обед мой. Ага. Вот такой мой обед. Домашний суп. Рис с кисло-сладким сливочным соусе. И винегрет, томатный сок. И компот. Посмотрим, насколько посчитают. Здрасте. 575 обед мой. Карта. Угу. Спасибо. Ну вот, и ребята набрали. Сейчас будем кушать, обедать. И дальше поедем. Приятного аппетита. Ребята, смотрите, Нижний Бестях. Вот. Скоро Нижний Бестях очень большой будет. Потому что отсюда железная дорога есть. И самый большой, как это можно сказать, самый пункт. Отсюда будет уходить в Якутске, допустим, всякие, уходят сейчас продукты, всякие разные материалы. Точка, как это называется по-русски? Точка, здесь склад, можно сказать, отсюда идут. Вот Лена же мешает, когда мост построить, тогда все нормально будет. Пока через Нижний Бестях все уходит отсюда. Склад отсюда идут. И все, ребята, мы уезжаем из Нижней Бестяха. Ребята, вот остановили стоянку. Вот, и когда вот перегон еду, всегда я вот отжимания, приседания делаю. Но сейчас мокрый снег, дождь идет. И тут грязновато. Сейчас, наверное, здесь только приседания буду делать. Когда перегон еду, да, допустим, я день 2 раза делаю. 2 раза приседания, 2 раза отжимания делаю. Вот, и приседания 50 раз делаю, а отжимания где-то 40-50, вот так. Ну, разминка, зарядку делаю, чтобы кровь гонять, чтобы нормально. Постоянно же на руль сидишь, из этого постоянно надо зарядку делать, чтобы организму, чтобы бодро
ходить, чтобы заряд, энергии получить. Все равно же постоянно мы сидим, кровь надо гонять, чтобы организму же надо же зарядка вот это все сделать. Сейчас я вам покажу, что я 50 раз сейчас буду приседаний делать. Раз. — 50 раз сделал. Вдох и выдох. Как хорошо энергии получаю. Наверное, кто понимает, кто долго едет, наверное, тоже так делает, наверное. А вот последние 4 года уже начал вот так делать. Себя чувствую такой, ну как сказать, я давно спортом же занимаюсь, и мне он как воздух, да, вот. Если я не тренируюсь, как будто у меня ломка идет, да, вот. Где-то физкультура, спорт по всему помогает, да, работа, жизнью. Мне нравится, да, вот, отжимания, приседания делать. Вчера же занимался же перед отъездом, выездом, вот сегодня же еду, а спортзал нету. А отжимания, приседания, стоянка остановился и можно сделать. Допустим, человек должен сделать, да, допустим, день 100 раз приседаний делать. Допустим, человек уже 10 тысяч шаг, ну, ученые же доказали, 10 тысяч шаг сделать. Либо 100 раз приседания. Допустим, утром 50 раз приседания и после обеда 50. Тогда 100 получается же, да, допустим. И все, тогда ты заряд, энергии получаешь, и больше ничего не надо. И зарядку. Мы же всегда же ленимся же. Оправдание всегда есть у нас. Допоздна работал, как бы, да, или что-то болит. Вот, и лень надо побеждать, бодро ходить, физкультурой, спортом заниматься. Так что вот, когда будем ехать, я постепенно вот покажу, что мы делаем, что я делаю. В этот момент я сейчас оператором, сотрудником вместе едем и будем рассказать. Так что будьте с нами, дальше едем. Верхняя Амга, 7 часов вечера. Река Алдан. Хорошая рыбалка. Рыбаки сюда приезжают, рыбачат. Из Якутска приезжают, по всех районах. Русов приезжают. И летом рыбачат. Зимой тоже вроде. Еще лед. Скоро тронется лед. Там что-то делают. Рыбачат, что или что делают, не знаю. Уже скоро лед тронется, скоро. Вот. И все. Дальше едем. Верхняя Амга. Ужинал чебуречный. Так, там домашний пельмень покушал и салат, овощной салат. Почти 8 часов вечера, дождь идет. Дальнобойщикам разговаривал, говорят, там позавчера сели снег, Нерюнгри. Это Нерюнгри, там. Сегодня, говорят, более-менее стал, там 2 дня стояли, говорят. Красивый вид. 8:30 вечера. Домой подъезжаем, домой. Томот. Невер 715 километров осталось. Река Алдан.
Здесь тоже рыбачат летом, очень хорошая рыбалка. Здесь тоже ни разу не рыбачил, но когда-нибудь и рыбачу. Время найду и приеду рыбачить. Вот. Доброй ночи, 12:45. Час ночи. Вот такой сильный снег идет. Мы Алдан проехали. Вот такой сильный снег. Мокрый сильный снег идет. 2 дня назад вообще страшно. Ну, не так сильно страшно. Уже сказали, очень много снега. Машины большие фуры стояли 2 дня, говорят. Сотрудник днем спал, отдыхал, да? Отдыхал, и сейчас он за рулем. За руль сидит. Я уснул, проснулся, сейчас опять надо спать. Доброе утро! 5:30 утра. Титкая. Здесь зима лежит. Вот. Здесь ремонт дорог идет. Скоро здесь асфальтная дорога будет. Вот ветер сильный. Однако. Хорошо едем. Вчера мы где-то проехали 615 километров. До 2 часа ночи ехали. И сейчас мы дальше поедем. С нами здесь места, здесь скажем, покажем. Все, поехали, ребят. Поехали. Вот так снег идет, из этого хороший вид не видно. Камера здесь стоит, чтобы проверить дорогу вашу. Ну, получается, фуры, посмотреть, как они поднимаются, фуры. Здесь камеру поставили. И там специальный солнечная батарея, там что-то стоит. Специальный вентилятор или там какой-то работает. Сами наверху, и камера стоит, которая контролирует дорогу. Здесь постоянно фуры стоят, потому что это самый, получается, Якутск-Восток. Это самый высокая гора. Тебя никто мне не нужен, без тебя падаю как комета. Тебя в этом танце кружит, будто ты унесенная ветром. Ты как водопад, я всюду искал тебя. Ведь ты прекрасна, как весна, и я готов утопать в тебе. А ты танцуй до меня. Красота, да? Якутская природа, такая красота, летом еще красивее. Хатыми. Подъезжаем. Большой Хатыми. Фуры стоят, отдыхают. Хорошая погода начинается. О, смотрите, какие горы.
красота! О, смотрите, ребята, какая красота! А? Горы! Yürügen kodun kalıma kalma Dolgunlarga uydaran dolgulcuya ustar bit Dolguyuga kustaran doğurda oh kuruduktu Onu bara en tuman bolan halbıtın İlibin öre unan soğutoğun kalbıtın Здесь ни разу не рыбачил. Наверное, здесь тоже хорошая рыбалка летом есть, наверное. У нас очень большая Якутия. Якутия очень большая и красивая у нас природа. Когда-нибудь тоже здесь рыбачу, я думаю. Чуман. Ребята, мы хотим завтракать. Здесь столовая есть в Чумане. Тут фуры много стоят. И сейчас посмотрим. Я думаю, 7 работает. Или 8. Я уже забыл. Сейчас покажем, скольки работает. Здесь недорого. Недорого. И цена приемлемая. И тоже вкусно кормят. Ой, я открылся, что ли? Столовая тут по время. 24 часа открыли, что ли? Знаем. Вот Чуман заехали, завтракаем. Богатырский завтрак купили. А мой сотрудник вообще богатый. Богатырский кушает. Вот первый, второй, компот. Сейчас дальше поедем, 8 утра. Всем хорошего дня. Будьте с нами. Интересные видео, места посмотрим, покажем. Все, поехали. Ребята, Нерюнгри подъехали. Невер 375 осталось. Сейчас мы заправимся здесь. Вот. Сейчас я еще вам покажу, сколько стоит здесь. Дизель. Здесь топливо сколько стоит. Я вам сейчас покажу. 95 стоит 59,50. 92 57. 40, а топлива 71,60. Вот. Это партнер Газпрома нефти Опти. Заправка. Приехали. Сейчас заправимся. О, не работает. Нет, с другой стороны. Там тоже не работает, что ли? Что такое? Проблема, оказывается. Проблема, оказывается. Там тоже нету. Мне документы оставили, с аукциона машину купили. Паспорт, копию должен забрать. Вот. Ну все, как-то вот так. Сейчас будем заезжать в Нерюнгри. Там заправимся. Ребята, тут мы в Беркахит заехали, заправились здесь. И тут, оказывается, в Беркахите центр технической поддержки БелАЗ. БелАЗ, центр технической поддержки есть, оказывается. Я не знал. Ну, постоянно я вечером, ночью еду или в темное время, из этого не вижу. Ну, я сюда не заезжаю уже. Вот, оказывается, тут центр технической поддержки БелАЗ есть. Ну все, выход нашли, заправились. Где-то у нас бывает такое. Здесь топлива не бывает таких. Ну, как бы это не маленькие заправки же. Оказывается, нет. Ну, какие-то заехали, заправились. Когда-то я здесь машину купил. Где-то я вот примерно знаю, где заправка здесь. А 2 ГИС не показывает. Ну
все, ребята, дальше едем. Йенгра 44 километра, Тында 194, Невер 364 километра осталось. Ребята, вот прямо смотрите, какие горы у нас, большие. Снег лежит до сих пор. Летом даже бывает, снег лежит там. Наверху холодно. У нас якутские горы очень высокие. До сих пор снег лежит. До сих пор снег. Как бы весна, но как бы тепло, не так сильно холодно, но еще снег лежит. Венгрия. Вот здесь тоже хорошая речка есть. Тоже говорят, рыбачат летом. Уже ни разу не рыбачил здесь. Но в будущем планирую. Красота, здесь охота, говорят, очень много тут, оленей очень много здесь, река Йенгра, вот такая река, с этой стороны вот так. Смотрите, какая красота, вот это горы, вот это горы. Летом еще красивее. Смотрите, какая красота. Вот это красота. Смотрите, тут грейдеры работают. Вот чистят. Снег. Снег тут очень много. Смотрите, вот. Чистят дорогу. Вот такой снег лежит. Якут. Тут дорога не очень. Скоро здесь асфальтирована дорога будет. До сих пор снег лежит здесь. Реки. Здесь все резко тает. В Якутии очень резко тает снег. Смотрите. Республика Саха-Якутия. Отсюда Еренгинский район начинается, ребята, смотрите. Республика Саха-Якутия уже заканчивается отсюда. Уже Амурская область заезжаем, короче. Сейчас еще покажу, какие у нас есть. У нас Стелла и Стелла. Сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. О, смотри, какая красота. Вот это красота. Вот, ребята, смотрите. Стелла. Саха-Сире, Якутия. Вот такая красота. О, ветер сильный здесь. Народная стелла Республика Саха-Якутия. Сейчас станем. Потом я вам еще покажу. Смотрите, ребята. Стелла Саха-Сире, Якутия. Сейчас я вам покажу. Так. Народная стелла Республика Саха-Якутия. 100 лет ЯССР. Вот смотрите. 1922 до 22. Народная стелла Саха-Сире. Возобновляет честь столетия Якутской ССР силам жителей предприятий Республика Саха-Якутии. Театром проекта ООТС Сидоров Нингун Валентинович. Идейный
вдохновитель, генеральный спонсор ООО агентства инвестиционных решений Василий Павел Павлович, Калитин Николай Романович, генеральный спонсор АМНО Саха-Промснаб Михайлов Руслан Дмитриевич, руководитель проекта сообщества Саха Джохан Улаттара, при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия, министр юстиции Владимир Михайлович, Министерство внешней связи, делам народов Республики Саха-Якутия, министр Кириллин Гаврил Витальевич, муниципальное образование Нергинский район, глава Чигельняк Роман Михайлович, ФКУ управления автомобильных магистралей Якутск, федерального дорожного агентства ФКУ Упурдор Лена, начальник Павлов Алексей Сергеевич. Карта Республики Саха-Якутия. Смотрите, вот наша карта. Какой у нас большая карта, да, территория. Очень большая территория. Вот в Гусов районах у нас 34 Республики Саха-Якутия. Вот видите, да, население 500. Наша таблица. Так, Белая гора. Алдар, Сунтар. Так, я свой Сунтар ищу. Сунтар. Сунтар. 985. Дальше идет список граждан предприятия, продавших свой вклад в разведение народной стелной чести столетия. Якутская ассоциация, генеральный спонсор. Вот так выглядит. И смотрите, какие красивые виды есть. Горы идут. Горы. Самый наверх стоим и вот я вам здесь снимаю. Какая красота, да? Какая красота. Дальше идем. Вот такой вид, ребят. Такая красота. Тут останавливается и вот этот вставляет еду, там, денежку вставляет. Так. Смотрите, какая красота. Какая красота. Все, ребята, я показал границу, как у нас граница выглядит. Вот мы дальше едем, с нами. Все, поехали дальше. Вот, ребята, Амурская область. Заезжаем в Амурскую область. Время час обед. Бам, Тында, ребята, Тында, подъезжаем. Город Тында. Добрый день, ребята, Тында приехали. Вот, так, примерно ехали мы уже где-то, где-то сутка ехали. Сутка примерно. Вчера примерно в этом время выехали из Нижнего Бестяка. Вот, и сейчас я вам тоже зарядку хочу сделать. Отжимания хочу показать, как я делаю отжимания и приседания. Перчатку специально одеваю, потому что тут грязно же. И это получается от этого. Потому что так ложу, чтобы тяжело было бы. Ну, как бы хорошо получилось. Раз, два, три. Фу. 50 раз делал, ребята.
Четко. Кайф. Здесь все болит. Как будто это... Как хорошо, а? 50 раз. Все это когда ногу поднимаешь здесь и отжимания делаешь, он тяжело и эффект дает, чем от пола. Вот. И сейчас чуть-чуть отдохну и 50 раз отжиманий сделаю. Вот ребятам вчера показал, вот это видео выставлял, и тут много написали. Мой земляк в возрасте, старший брат, можно сказать. Мы вместе раньше занимались в Сунтаре. Он говорит, день 400 раз приседания делает. Я удивился. Он говорит, 100 делаю, говорит, потом 30 минут отдыхаю, а потом опять повторно. Ну, повторяет, короче. И день 400 раз, ребята, 400 раз приседания делает. Он в возрасте где-то 58-60, где-то вот цикла вот такого возраста. А у меня уже в мае 22-го 42 будет, а ему 60. Видите, ребята? Спорту так возраст как бы сильно не влияет. Если ты правильно питаешься, хорошо отдыхаешь, занимаешься, тогда как бы это возраст не имеет. Но как бы и все равно имеет, но если тренируешься, тогда этот выносливость и вот это характер и подготовленное тело, он подготовленный, да, можно, как говорится, любую преграду он может пройти, потому что он тренировочный, ну, подготовленный, да, можно так сказать. Вот и мотивировал меня этот старший брат. И вот, и еще хотел передать привет. Ну вот старшему брату называется имя Марик. Марик, большой привет. И еще хочу привет передать мотиватору моего соседа. Он 2 года младше, Денис. Денис уехал, Марик уехал. Вот мне Денис мотивирует постоянно. Он правильное питание, как тренироваться. Он же спорт не сможет тоже, как я. И он не пьет, не курит. Вот. Ну, идеальный спортсмен. Бегает, вот, занимается. Он вообще, говорит, без остановки, да, вот там 100 раз или 150 легко может приседания делать. Отжимания тоже 100, что ли, делает без остановки. Еще подтягивания он еще тоже 50 или 100 поднимается. Короче, я удивляюсь. Вот и я рад, что меня так мотивирует. И тут мои подписчики пишут, что хорошо, ну как бы это. Когда вот много пишут, это же хорошо же, значит, я более-менее такой, кого-то я мотивирую, да, допустим. И мне вот это нравится, да, людям хочу показать, как я работаю, как я живу, как я питаюсь, чем я занимаюсь. В жизненной ситуации хочу показать, вот, и как бы кому-то это полезно будет. И последний раз я в видео буду рассказать все, какие полезные, ну, как бы это все хочу рассказать, людям показать. Вот, и так что, ребята, дальше еще подписывайтесь, еще YouTube канал выйдет, там интересное видео выйдет скоро. Вот масло двигателя, почему, как менять, варианты, сколько масла заходит, там скоро выйдет, и мы реклама выйдет, если мы сейчас сотрудник монтажирует, когда домой приедем в Уссурийск, и скоро выйдет. И все, я чуть-чуть отдохнул, я сейчас приседание сделаю. Приседание, получается, постараюсь 50 раз сделать. Ну все, пошли.
50 делал, ребята. Но еще больше мог бы сделать. Но я постепенно буду добавлять. Вот, четко, вообще. Понимаешь, даже словам не передашь такое чувство, как будто ты спортзал занимался, да, вот. Организм кайфует. Вот. Кровь гоняется, все, вот это все. Такое чувство, понимаешь? Как будто это... Как это называется? Энергия так, энергия дает. Вот энергетик всякий разный я не пью. И ребятам не советую. Лучше выходите, вот так, приседания, отжимания делайте. Это полезно, во-первых. Во-вторых, это хорошо для здоровья. Вот. И так что, ребята, как-то вот так мы сделали зарядку. Мы сейчас в Тынду заедем, обедаем, видео снимем, расскажем, что мы там кушаем. Так что, ребята, все по плану, едем, останавливаемся, видео снимаем. Подписчикам меня спрашивают, а что тогда долго едете? Ну и вчера, допустим, там мод приехал, и там 1,5 часа сидел, чтобы видео выставлять, вот это статусы. Это же не так все просто. Мы же не перегонщики, а мы контент снимаем, нашу природу показываем своим подписчикам. Якутия же большая, очень красивая природа у нас. Вот и заодно мы рассказываем. Мы никуда не спешим, спокойно едем, все рассказываем. Вот, так что вот так я вам отвечаю, подписчики мои. Так что так не пишите, что почему так долго едете. Все по плану, все четко. И все, ребята, поехали дальше. Бузы, одна штука 75 рублей, салаты разные есть. 120, 95. Первое блюдо бухлёр, шулер, лагман, борщ. Я здесь бухлёр люблю. Бухлёр я возьму, бузы возьму я. Вот вторые блюда. Шиван, пушур. Цены вот они вот здесь. И кофе здесь, компот всякие разные. Домашние замороженные пельмени еще есть. 1 килограмм 650. Вареная вишня 5 штук 155 рублей. Вот такой вместительный, такой уютный, да? Вот брянские эти всякие картины есть. Смотри. Вот. Байкал, да? Озеро Байкал. Вот это тоже. Вот это тоже. Смотри. Будьте добрее, когда это возможно. Это возможно всегда. Далай-лама. Еще вот это смотри. Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности. Далай-лама. Четко, да? 3 с тобой, потом 10 с тобой. Вот, ребята, бухлёр и 4 бузы. Салат по-корейски морковный и компот. А у меня получилось 710 рублей. Вот это бухлёр, морковь и это 4 бузы и компот. Ну все, кушаем. Приятного аппетита. Река Тында. Вот так выглядит река Тында. Смотрите, какая красота. Вот такая красота. Ребята, смотрите, Росавтодор 360, Лена, Невер, Якутск. Большой Невер. Вот, смотрите, Большой Невер, Амурская область, Алдан, Республика Саха-Якутия, Якутск, Большой Невер, 1157 километров. Вот Большой Невер. Сейчас повернем направо, получается. Вот, мы в сторону Хабаровска повернули. А там, если пораньше направо повернешь, там в сторону Читы едешь. Вот. А мы в сторону Хабаровска поехали. Вот, смотрите, фура же выехал, он поехал в сторону Читы.
в сторону Новосибирска, там Москва. Слева едешь в ту сторону. В сторону Москвы. Хабаровск 1176 осталось. Вот сейчас табличка висит. Талдан 68, Магдагачи 150 километров, Хабаровск 1175. Ребята, смотрите, автобус едет в сторону Владивостока. 300-ка. Выход есть. Вот, ребята, Амурская область. НК Альянс 92-й 5440, 95-й 57 57, Дистопливо 68 58. А этот евро, наверное, да? 69 85. Как-то вот так, 68 58. Вот. Ну все, дальше сейчас поедем. Время 9 часов вечера. Амурская область. И все, поехали дальше. Доброе утро, всем доброе утро. 5 часов утра. Хорошо отдохнул, едем дальше. Вот. Получается вторую ночь. Сегодня, получается, сегодня какой день-то получается? Мы выехали, в среду выехали, да? Среда, четверг, пятница. Третий день сегодня. 2 дня ночевали. Сегодня третий день. Амурская область. До Хабаровска осталось 830. Вот. Проехали 1434 километра. Вот. Сейчас спокойно едем. Вот. Ночью дождь шел. Вот. Ночью я спал. Сотрудник ехал. Желаю всех сегодня хорошего дня, позитивного. Все, планы исполнились. Дальше едем, ребята. Поехали. Река Зея. Не маленькая речка. Зея. Так выглядит Зея. Хабаровск 714 осталось. Веденовка 19, февраль 258. Доброе утро. Еще раз. Вот заехал завтракать. Город отель Люкс. Вот такой. Здесь хорошо кормят. Магистраль называется. Сейчас я зайду. Семья работает, оказывается. Семья сейчас. Внутри как выглядит, я покажу. Салаты. Первое блюдо, варенье, чай, кофе. Вот такая цена. Вот, ребята, завтрак взял. Оплатил я 380 рублей. Это цена хорошая. Омлет у них порция большая, с колбасой. Свежая капуста. И в одном кофе взял 2 хлеба и блины с гашонкой. Я очень сильно люблю. Конечно, много этих душой. Иногда так позволяю себе. Ну, как-то вот так. Приятного аппетита. Приехали в Иркутск.
9 часов утра. Хорошо, едем. Ночью планируем быть. Уссурийск, дома. Владивосток, Москва, Владивосток. Стелла. Большой Стелла, красивый Стелла. Москва, Владивосток. Владивосток, Москва. Какая красота! Уже зеленеет. Красота. Уже плюс 8-10, только утро, после обеда еще, наверное, плюс 15 будет, наверное, посмотрим. Вот. Дальше едем. Смотрите, ребята, заезжаем в Еврейская автономная область. Река Хинган. Красят, уже готовят. Зеленеет постепенно. Вот. Хорошо едем. Будьте с нами, чуть-чуть осталось до дома, до Уссурийска. Ребята, смотрите, уже зеленеет. До Хабаровска осталось 56 километров. Смотрите, как уже зеленеет. Да? Переморье уже, наверное, уже зеленый, наверное, да? Посмотрим. Вечером посмотрим. Вот такая красота. Хабаров заедем, сотрудника встретим, пообщаемся, покушаем, пообедаем. И потом дальше поедем в Уссурийск. Город Уссурийск, домой. Чуть-чуть осталось до дома. Ребята, смотрите, Хабаров, приезжаем, Хабаров, уже зеленеет. Трава уже зеленеет. Длинный мост. Это на какие-то деньги, это мост Альсо. 50 рублей или 100 рублей. Я уже забыл. Вот такой маленький. Дальше едем. Это Хабаров заехали. Вот меню и пельмени. Здесь цена очень хорошая и очень вкусно готовят. Я впервые здесь заехал покушать, мне Саша сын посоветовал. Ну, проездом. Я YouTube канал, выйдет вот это все. А вот как называется канал? Николай, сейчас я покажу. Хорошо. А вы с Якутии? Да. Я тоже с Якутии, я с Алдана. О, земляк наш. Я в Уссурийске живу, 13 лет. Ого. Автомобильным бизнесом занимаемся. Из Якутии сейчас, из Якутска едем. Машину перегоняем. Че, как там дороги сейчас якутские? Ну, более-менее сейчас переправа закрыта, да. Ну да, да, конечно. Да. Ну, как бы нормально, можно. Я постоянно же езжу. Вот салаты вот недорогие. Мне вот здесь очень понравился этот ваш фирменный этот пельмень с бульоном, мне очень понравился. Видишь, 500 грамм. Вот это очень вкусный пельмень. Кто в гости приедет в Хабаровск, обязательно заедьте здесь. И здесь очень вкусно кормят и обслуживают очень хорошо. Ну все, земля. Оказывается, у нас земляк работает с Алдана. Мир, как говорится, мир тесен, да, или как это называется? Мир тесен. Земля круглая. Земля круглая. Так что вот так. Ну все, спасибо большое. Приходите еще. Ага.
Все. Приходите еще. Спасибо. Ребята, мы кушать заехали пельменные. Взял никудя, еще там фирменный пельмень с бульоном взял. И вот наш друг, компаньон, сотрудник Эрик из Хабаровска. Если что, ребята, если машину, чтобы мы посмотрели Хабаровска, звоните, у нас сотрудники работают. И как бы любую машину можете заказать. Осмотр, подбор у нас есть. Так что возможностями пользуйтесь, что в Хабаровске любую машину можно посмотреть. 24/7 работает. Чуть-чуть объясни. Да, меня зовут Эрик. Я, получается, друг Николая. Работаем уже, в принципе, уже давно, можно сказать. Проводим также любые варианты осмотров, подборов любой марки, хорошего автомобиля, можно сказать, и бюджетного сегмента, среднего сегмента, и дорогого сегмента. Так что заказывайте осмотр. Так что я являюсь сам инженером-механиком по специализированной технике, по строительной, дорожной, карьерной. И большой опыт, так скажем, в этом деле. И автомобилями занимаюсь, можно сказать, тоже давно. И все это параллельно делаю. Так что всегда рад вам помочь, тем более нашим землякам. Вот. Самые крутые вариации мы всегда делаем вместе. Так что пишите, звоните, ребята. Так что вот, ребята, мы много работаем. У нас команда большая. Развиваемся, расширяемся. Так что смело заказывайте любые машины. Спецтехника сейчас, скоро тоже спецтехникой будем заниматься. Спецтехники китайские, новые, бэушные. И китайские машины тоже будут. Так что все нормально. Сейчас я вот обед завтра заказал. Наоборот. Ага, наоборот. Но он сильно не хочет кушать. Диета хочет. Очень красивый. Мой старший сын посоветовал здесь. Говорят, тут популярный в Хабаровске. Потом еще меню покажем. Я там примерно платил где-то 800 чем-то. Еще чай заказали. Вот. Молочный лун китайский. Молочным таким вкусом идет. Очень вкусный. Ну и все, как-то вот так. Приятного аппетита. Вот, якутский стоит как раз. Я даже знаю, чей это. Да, знакомого, короче, Да? 17-го года 9, ну как бы цена, а пробег у него сколько? Получается 77. Реальный пробег это что ли? У него получается, вот последний, вот это его друга машинка. 19-го года. Это мне вот это моя мечта. Такой свет мокрый стал. Получается серый, да. А он серый? Серенький. Нет, есть еще темный графит. Да, темный графит, как мокрый стал. Да, это уже Не, вот это тоже неплохой свет, да? Но у него, во-первых, 27S, 21 плюс, это комплектация, получается, перед максималка. У него, получается, по факту все есть. Проекции есть. У него темный потолок. Темный потолок пришел. Да, мониторы сзади. Это максималка, да? Да, это предмаксималка. Максималка, как я помню, у него что-то не хватает. Сейчас я вспомню, чего не хватает. Да, там должен быть еще у него, получается... это Heritage Black. Это когда у него уже сделано антихром, уже с завода. Уже никто не заморачивается этими пленками, да. Но у них получается как раз таки, даже видишь, Superior это лучше, чем Luxury 21. У Superior функционал больше, я помню. У него что-то, короче, есть Superior разница. это самый максимальный, да, получается? Нет, Black Heritage. Да? Heritage Black вот. Самый крутой. Вот это Heritage Black. Он что говорит, там хромированный, что говорит? Антихром. Антихром с завода сделанный. Вот популярный фирменный, вот с лепешкой, крышкой, вот бельем. Сейчас попробуем. И кудян еще я взял, покушал. Это я вот чай, вместе с чаем у меня получилось 800 чем-то отдал. Ребята, Хабаровске, вот это все центральные места, все закрыты. Это вроде Белый дом. Тут на парад, оказывается, готовится на 9 мая. Из-за этого центральные дороги все закрыты, перекрыты. Вот Хабаровск вот так выглядит. Это центр. Это красивый вид в Хабаровске. Хабаровск тоже как Владивосток. Похоже тоже дорога. Такая сопка, да, в основном.
залив Амурка, река Амурка. Хабаровск самый большой торговый центр Роскомол. Смотрите, самый большой Хабаровский, современный, большой. Выскочили из Хабаровска, скоро 6 здесь пробка начнется, мы успели. Получается, там 5:30 уже пробка начинается. Мы выскочили, да, вот примерно 5 часов выехали из Хабаровска. Планируем сегодня ночью быть дома, Уссурийск. Чуть-чуть осталось, ребята, чуть-чуть осталось. Будьте с нами до конца. Интересные места, видео снимем, покажем. Поехали, ребята, дальше. Это, смотрите, арена Ерофей. Хабаровская большой такой арена. Краевой дворец хоккея с мячем. Большой арена тут есть. Ребята, смотрите, автовоз едет в сторону Владивостока. Полицейские машины, спецтехника едут. Полицейские машины, ух, тут 2 автовоза. Смотрите, ребята. Логическая служба. Еще второй автовоз. Смотрите, полиция. Часть. Вот китайские машины ездят туда-сюда. С Хабаровска вроде что-то обратно взяли Китай. И из Китая тоже товар возят. Смотрите. Китайская сила. Сзади еще один остался. Ребята, смотрите, готовят летние, которые это, как это называется по-русски, я забыл. По-русски это тюдела. Вот он тюдер, летом хорошо будет расти. О, жестко. Приморский край, заезжаем, ребята. Лучегорск 28 километров остается, Дальнереченск 109, Владивосток 528. Все, дальше едем, чуть-чуть осталось, ребята. До финиша чуть-чуть осталось. Спасибо, что с нами едете. Ребята, в Лучегор заезжаем. Большая дамба есть. Сейчас еще, наверное, сейчас посмотрим. Приморская ГРЭС. Дальнереченск, ребята. Дальнереченск. Доброй ночи, ребята. Финиш. Полвторого ночи. Полвторого ночи мы ехали двое суток, 11 часов. Это неплохой показатель. Вот. Тем более мы не спеша ехали. Видеообзор, видео сняли. Вот. Так что хорошо ехали. Спасибо, ребята, что с нами были. Было очень приятно, чтобы с нами поддержали. Потому что я почувствовал, что вы меня поддержали. Потому что мне часто писали, что мои статусы, сторисы всегда смотрим, поддерживаем. Это очень приятно, что вы меня поддерживаете, снимаете.
смотрите. Вот. Так что все хорошо, еще в дальнейшем еще интересные видео будет, очень много. Вот. Так, скоро YouTube канал выйдет, наш перегон Якутск-Уссурийск. Ждите, ребята, очень много интересных видео мы сняли. Вот. Еще раз спасибо большое, что с нами были. Ну все, еще раз спасибо большое. До новых встреч. Всем пока. Спокойной ночи.